Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как всегда в эфире программа «Саясат Хасаякат». Мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Сегодня мы обсуждаем, наверное, самую большую тему, которая обсуждается во всем мире. Это неформальная встреча 16 июня 2021 года в Женеве, в Швейцарии, между президентами Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Итоги этого саммита и как это повлияет на постсоветское пространство. Для обсуждения этой темы мы пригласили известных в Кыргызстане политологов, членов Кыргызского совета по международным отношениям и безопасности Алмаза Таджибая. Здравствуйте. Здравствуйте. Азамата Темиркулова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что даже в такое в летнее время, время отпусков и угрозы пандемии вы пришли. Я думаю, что все-таки обсуждение этой темы позволит нам более внутренне понять, что происходит на постсоветском пространстве в Центральной Азии и в Кыргызстане. Отсюда, Алмаз Муза, мне к вам вопрос первый, да? Вообще, вот, как вы оцениваете саммит Байден-Путин? Потому что есть много оценок экспертных. Часть, вот, взять российских, это федеральные каналы, государственная пропаганда, они таким воодушевлением, эксперты, все их средства массовой говорят о том, что это успех России, Путин признан, легитимизировался на мировом уровне, с ним считается. Они пишут о том, что новый мировой порядок сформировались в Женеве, встречи после Байдена. Некоторые говорят, что это говорит о том, что Россия является сверхдержавой, глобальной державой, которая может сформировать новую повестку дня. Соединенные Штаты Америки, западная пресса, она написала по-разному, да, она критикует и Байдена, есть и конгрессмены в США, которые критикуют. Но некоторые говорят о том, что все-таки, в принципе, это было для США нужно только с одной простой вещью, что совсем недавно эта Америка вернулась, Америка глобальная держава, и она объявила о том, что главным препятствием или экзистенциональной угрозой для западного мира и США является Китай. И как один из экспертов американских написал маленький такой в Твиттере написание, он написал о том, что это говорит, как в боксе. Зачем выходить на ринг против двух бойцов? Лучше одного бойца сказать: давай, ты хороший парень, давай потом посиди на скамейке запасных, потом будем драться. И драться с одним, чтобы сохранить силы. Вот отсюда у меня к вам вопрос. Вы, как вот эксперт, который хорошо разбирается в внутренней и внешней политике, ваша оценка саммита Байден-Путин? Спасибо, Илья Кубатович. Очень важная встреча была. Весь мир был прикован этой встрече. И не только этой встречи. Это одна из частей, потому что Байден встречался и с другими лидерами стран, как, допустим, Эрдоганом, да, тоже немаловажно. И, естественно, у Эрдогана тоже пропагандист машина восхваляет политику Эрдогана, то есть тоже продвинулись также в таком же ракурсе, как и в средств массовой информации через российскую, да, слышим. Но до этого Байден встречался с лидерами балтийских стран и других. И был, самое важное, был саммит. Саммит предшествовал этому саммит G7 стран, самых крупных игроков мира, и плюс натовских 30 стран встречались. И по ходу, вот, и самые последние, как бы, оставили встречу Владимиром Путиным. Да? Я бы сказал, многие дают много характеристик. Я сказал бы, что этот саммит был на самом деле очень важным, потому что двухсторонние отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией скатывалось. То есть это посольство, это санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, это много-много вопросов нужно было решить, и кому нужно было выгодно. И на этот раз Владимир Путин без опоздания приехал в Леганш, под Женевой, да, замок, что удивительно. И поэтому здесь можно сказать, что стороны встретились даже не сверив часы, потому что это неправильно будет, потому что если они бы двигались в одну сторону. Здесь была, скорее всего, встреча расставить акценты, расставить флажки или границы, где кто находится, да, то есть узнать друг друга, кто что хочет и где они, отношения между двумя странами, где они находятся. И вот точка прикосновения или где и куда дальше узнать свои лучшие позиции. И это было на самом деле, как и вы сказали, что не холодная война, которой очень много звучало,
на самом деле нет никакой холодной Кстати, войны. Алмаз Муза, извините, пожалуйста, я прерываюсь. Есть эксперты, которые четко проводят то, что вы сказали, холодная война. Они говорят, что встреча в Женеве это похоже на Карибский кризис, когда Хрущев с Джоном Кеннеди, холодная война, Рейкьявик, Горбачев и Рейган. А другие говорят, нет, это 1972 год, это 70-е годы, это когда Брежнев встречался с этим. Вот ваша оценка как эксперт, какой это? И не то, и не другое. Ни Брежнев, и не Хрущев. Но не холодная. Да, не холодная война, потому что если взять по отношениям стран-то изменилось, допустим, те лидеры, будем говорить, Советского Союза, они на самом деле беспокоились о государственных или национальных интересах. Как сейчас Байден делает, да, национальный интерес своей страны и возвращается, мы вернулись, да, вот этой встречей. А у Путина не только государственные интересы, но и личные интересы, олигархические. То есть его окружает пул, и его власть держится на вот, олигархах, на личных накоплениях богатства. Да? То есть у него на самом деле, если взять и Байдена, и Путина, у Путина более уязвимое место. То есть, и это касательно санкций, очень жестко касается санкций, потому что если западные санкции включаются, то его друзья, ну, то есть олигархи, которые окружают безопасность Путина, обеспечивают, то они обнищают, ну, то есть или не получат упущенные возможности, да, и, возможно, они потом свергнут. Вот. И поэтому эта встреча важная, это остановило, то есть на самом деле важное и той, и другой стороны, каждой из своей цели. Соединенные Штаты очень хорошо было подготовлено, и она объясняла. То есть я думаю, скорее всего, они остановили скатывание между вниз, за которым идет пропасть, бездна, очень, ну, как бы, и тогда бы началось бы какие-то конфронтации. И этого не произошло и не могло быть, потому что оба стороны очень прагматично смотрят на этот вопрос, встречи и извлекли из этого урок. То есть, скорее всего, узнать друг друга, и не холодная война, и, но как бы тоже целоваться не будем, но дело до нелюбви, да, то есть здесь вот очень прагматизм, они остановились и решили ряд вопросов. Самое первое, почему не холодная, и они решили, если холодная война, это было, когда разворачивалась гонка вооружений, и в том числе ядерные. Мы знаем, что когда Байден пришел, подписал СНВ, среднедальний радиус ракеты, да, то есть какие-то вещи. И здесь они пришли к общему выводу, что они совместно будут бороться против распространения ядерного оружия и нести ответственность. То есть они будут сдерживать. В то же время они договорились, что будут сдерживать киберпреступления и будет обеспечивать безопасность в этом направлении. Вот два акцента я бы расставил. Ну, конечно, между ними он сказал о суверенитете, непоколебимости Соединенных Штатов Америки, суверенитет Украины, вступление в НАТО, то есть и эти другие страны, Молдова, Грузия, вот, которые стремились к Западу и членами НАТО, они стали в подвешенном состоянии. То есть, с другой стороны, ни за, ни нет, но они так и остались заморожены. Но Байден, скорее всего, остановил высказывание насчет Украины, что он будет придерживаться суверенитета, поддерживать будет Украину и не даст. То есть, таким образом, они и Украина, вот, и другие страны, даже Белоруссия, Лукашенко, Байден сказал о жестокости преследования оппозиции, да, об этом тоже было сказано, и даже внутреннюю политику именно по Навальному, что будут санкции опустошительные, если Навальный умрет, или права человека, опустошительными и разрушительными санкции для России. Поэтому, я думаю, больше всего здесь они вот узнали, где они находятся, расставили какие-то ключевые архитектуры безопасности, возможно, ну, закрытые двери, возможно, какие-то страны, они выторговались, где как что будет действовать. И, естественно, Центральная Азия тоже здесь, хотя информации официального нет, но это касательно Соединенных Штатов Америки будет усиливать кибербезопасности, в том числе против российской, иранской,
китайские и другие пропаганды в этом регионе. Спасибо. Азамат Мурза, вот к вам вопрос такой. Вот интересно то, что вот встреча в Женеве, она должна была, запланирована была на 5 часов, сократилась до 3,5 часов. Удивительно то, что не было совместной пресс-конференции. Это первый признак того, что все-таки они не нашли общего решения. И президент США сделал подарок Путину. О подарке Путина Байдену я неизвестно, по крайней мере. И он сделал две вещи. Он подарил Путину хрустального американского бизона и солнцезащитные очки известной фирмы. Общая сумма, о которой говорят, более $3000, около $4000. И в США тоже критикуют. И удивительно это то, что здесь некоторые называют эту встречу исторической. И вот ваше мнение, есть символизм же, да, во встречах таких, большой сигнал другим мирам. Вот эти подарки, сама атмосфера, время, то, что не было совместной конференции, какой-то это сигнал идет по советскому пространству вообще вот, в будущем? Ну, вообще, вот, слушая своего коллегу, я хотел бы добавить, что у некоторых экспертов есть мнение, что на самом деле Байден сдал позиции. Ну, разные точки зрения, диаметрально противоположные оценки есть, да? Да. И один из показателей этого является тот факт, что Байден зачем-то, по непонятным для наблюдателей причинам, дал Путину список стратегических объектов Соединенных Штатов. В этот список входили 16 стратегических объектов США. И Байден попросил Путина не атаковать эти объекты. То есть это звучит и выглядит очень абсурдно. Если Байден считает, что по каким-то причинам Россия может атаковать эти объекты, то зачем тогда составлять этот список, вручать противнику, которого ты подозреваешь в том, что он может атаковать эти объекты, и просить его не атаковать эти объекты? Я объясню очень просто. Это логика здесь есть. Почему? Дело в том, что, допустим, Россия уже последние 2-3 года особенно подозревается, что кибератаки сделаны на территории США во время выборной кампании, на партийные сайты и даже мясокомбинат в США. Это было сделано кибервойсками России, которые в силу разных причин и в разных точках мира она использует для атак. Здесь логика простая, она заключается в том, что это как бы предупреждение. Мы даем тебе список и скажем, мы тебе как бы очерчиваем красные линии, что если ты нанесешь удар по ним, то ты получишь такой удар, который неощутим. И мы знаем, что у США все-таки в кибербезопасности, кибератаке тоже достаточно большие возможности, намного превышающие возможности той же самой России. Но есть эксперты, которые говорят, что это такая как бы игра не в поддавки, но угроза. Да, вот ты даешь список, заранее предупреждаешь, что это будет так. А здесь еще у меня к вам вопрос такой, да, вот есть body languages, да, язык телодвижений. Много экспертов обсуждает, кто как сидел и говорил. И вот люди, занимающиеся политической психологией, те, кто занимается языком телодвижения, они говорят, что Байден, он смотрелся лучше, он был уверен, он сидел нога на ногу. Путин сидел с Лавровым, вот эта развалившаяся поза, когда он всегда расставляет широко ноги, как-то вот так пытается, учитывая его маленький рост, он ищет точку опоры в обсуждениях и действиях. И по языку телодвижения они считают, что он был не уверен, многие вещи были сделаны. Вы с такой трактовкой согласны или нет? Отвечая на ваш первый вопрос, на который я не закончил говорить, мне эта логика, которую вы сейчас объяснили, она совсем непонятна. Это что означает? Вот 16 объектов, если вы по ним ударите, то вы получите наш ответ. Но если вы будете бить по другим стратегическим нашим объектам, то мы здесь вам ничем отвечать не будем. Есть такой логик. Здесь другой вопрос. Вопрос в том, что США, вот как Алмаз Мурза сказал, он как бы им нужно международную безопасность, ядерные силы обговорить в этой точке зрения. Здесь они предупреждают. Да, пожалуйста, дальше. Вот, поэтому мне эта логика непонятна. Зачем вообще нужно было давать этот список и раскрывать свои стратегические объекты, которые они считают уязвимыми? Это осталось большой загадкой. Но они не считают их уязвимыми, они просто предупреждают.
ну, предупреждают, что нас не бейте, пожалуйста, по этим точкам. Вот это многим экспертам было непонятно, и мне в том числе тоже мне непонятно, для чего это было сделано. Ну ладно. Другой вопрос. Есть мнение экспертное, что Байден сдал Украину. Почему такое есть мнение? Потому что в 2008 году, когда были события в Грузии, Буш реагировал намного жестче. Сейчас же Байден, по сравнению с реакцией Буша, он показал свою несостоятельность. Реакции по Украине жесткой вообще никакой не было. Поэтому есть мнение и украинских экспертов в самой Украине, и у внешних наблюдателей, что Байден Украину сдал. Никакой речи о вступлении Украины в НАТО, о каком-то плане там, поэтапного членства не было. Вот, поэтому здесь говорить о том, кто больше заработал очков, очень сложно. Насчет body language, да, или языка тела, о котором вы говорите, то язык тела это же очень такой поверхностный анализ. Если углубляться, то лучше тогда уже проанализировать сами пресс-конференции. Да? Кто как вел себя на пресс-конференции. Там мы уже больше можем аргументов привести. Ну, то есть, когда Путин делал пресс-конференцию, да. В пользу одного или другого мнения можно больше привести аргументов. И вот здесь уже видно, что Байден очень нервничал на своей пресс-конференции. И в конце пресс-конференции даже позволил себе истерику в отношении журналиста. Ну, после он, правда, извинился, но тем не менее истерика была. Поэтому, истерика, видимо, в смысле, вот эта жесткая реакция в ответ журналисту, что ли, на его вопрос, да? Да. Да. То есть человек вышел из себя. На таком уровне понятно, что политики не должны себе позволять, да, такие эмоциональные высказывания. Но тем не менее у Байдена это вышло изнутри. О чем это говорит? Это говорит о том, что 3,5 часа разговора с Путиным он провел очень нервно, он провел в высоком напряжении. И если сравнивать поведение Путина и Байдена, Путин вел пресс-конференцию очень спокойно, сдержанно, без эмоций, как он это обычно делает. О чем это говорит? О том, что Путин эти 3,5 часа был спокоен, был сдержан, как обычно он и умеет вести такие встречи и переговоры. Вот, поэтому то, что вот касается эмоциональной составляющей двух президентов, то здесь я думаю, что выводы говорят не в пользу Байдена. Спасибо. А у нас, Мурза, тот же самый вопрос, коротко, у нас остается немного времени. Первое, это язык телодвижения, вы все-таки специалист по коучу, можете разобрать, потому что мы видим, что на таком уровне встреч, видите, да, и политические психологи, все обсуждают, и, конечно же, постсоветское пространство. Да, я был бы рад, если бы психология как-то влияла бы на внешнюю политику, и вообще политику, да, она имеет косвенное, второстепенное значение, больше для обывателей, для людей, сигнал, да. Здесь, да, я небольшой, я не такой специалист, психолог по политической психологии в этой области, я профан, но какие-то моменты, возможно, мой коллега прав, что там какие-то нервные издержки, но мы не знаем, что, допустим, было бы за закрытыми, да, то есть это отследить очень сложно. Но я хотел бы все-таки вернуться к другой, те, что были заявлены, неважно, как они были заявлены, на почве нервов или каким-то образом, но акценты были выставлены. И мне кажется, эта встреча говорит о том, что Россия не такой игрок, как была раньше. Это не СССР, это не даже вот ранее было, да, там. Все-таки Соединенные Штаты Америки вернулась, и у нее самое главное, вначале, как вы сказали, это Китайская Народная Республика. И почему он открывал, возможно, вот 16 объектов, которые непонятны. Это, помните, было, когда встреча Горбачева, самая первая встреча, когда он
отдал в посольство Соединенных Штатов в Москве жучки, да? все жучки, да, то есть, которые не нужны. Да. Ну, знак для доверия, да, то есть между двумя странами, да. Вот что-то такого рода, а это очень хороший прием. Когда ты отдаешь какие-то вещи и моменты, то Путин должен ответ что-то дать. И именно В этом смысле? да, в этом смысле это был такой психологический или какой-то ход. Хотя, как бы, возможно, и у них больше 16 объектов есть, и даже других. Но почему это было сделано? Потому что вот кибератака, которые были сделаны, Восточная Америка, Соединенные Штаты, была отключена энергосистема. То есть опасность, да? Вот чтобы вот какие-то, а еще больше есть атаки на атомные электростанции, и 5-е, 10-е. Это страшно, да? Но я поддержу, с другой стороны, с глазами, как бы не такой уж ястреб, этот самый Джо Байден, да, как казалось бы. Потому что он и по Северному потоку до встречи дал понять, что он не будет противиться, и дал время 6 месяцев. То есть 6 месяцев для России. Даже сейчас больше, до года, он сказал. Да, чтобы исправить или какие-то поведения изменить. Если этого не будет, тогда уже будет второй раунд, даже не переговоров. Вот тогда можно, дальше будет, возможно, скатываться. А с Украиной что там? Украина, понимаете, вот прагматично Соединенных Штатов. Ну, представьте, если вступает Украина или даже Грузия, которая у них территориальная целостность разрушена, то это автоматическая война Соединенных Штатов Америки, членов НАТО с Россией. Ну, да. Это выгодно Соединенным Штатам Америки и тем же 30 странам НАТО или невыгодно? И там путь не решает только Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки только один из 30 стран. И в НАТО принимает консенсусно. Если 30 стран проголосовало за вступление, тогда вступает. Но я думаю, что против вступления Украины есть и члены НАТО другие, которые... Восточная Европа, кстати. Да, Восточная Европа. Это же война, объявление войны России, это, возможно, и ядерные. Зачем? Я думаю, что Байден дал понять, что он дал власти, то есть дальше Путин будет вечно сидеть, пока, естественно, смерть не приведет, но будет наращивать потенциал этих стран, Украины, Молдавии, Грузии, потенциал, чтобы они могли сами противостоять военной агрессии и решить свои проблемы. Но помогать он будет. У нас тут, Алмаз Мурзаевич, у меня еще один вопрос такой, да, может быть, заключительный. Как вот эта встреча, которую мы сейчас хорошо назвали, Байден-Путин, повлияет на Центральную Азию и вот на постсоветское пространство? Будет ли влияние? Изменится? Я почему говорю, вот есть эксперты, они немножко говорят риторикой 20 века, 19, жестко. Они говорят, просто произойдет сфера влияния раздел, да, вот саммит в Женеве, он так сделает. Вот ваше мнение, как повлияет саммит Байден-Путин на постсоветскую, на Центральную Азию? Я думаю, будет влиять, потому что вот по кибербезопасности, да, то, я думаю, Соединенные Штаты Америки активируют против кремлевской пропаганды, к примеру, да, прокси-каналов, да, каких созданий истории, вымышленных историй, то есть фейков, да, то есть вот этих каналов, то есть против вообще безопасности именно в этом пространстве, да, то есть по всему миру и в том числе постсоветских странах. То есть, возможно, это каким-то образом, то есть Соединенные Штаты Америки ясно показала, она не будет воевать с Россией или против агрессии против России, то есть она будет влиять на нас. Но я думаю, здесь вот влияние по-другому технически будет. Азамат Мурзаев, у нас буквально 1 минута осталась. Ваше мнение, как саммит повлияет на Центральную Азию, если повлияет вообще, или постсоветское пространство? Ну, здесь надо говорить о роли Турции, потому что роль Турции сейчас возрастает, не только в Центральной Азии, но уже сейчас речь идет о том, что Турция, возможно, останется в Афганистане, обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта после вывода войск НАТО. И это говорит о том, что роль Турции уже, возможно, возрастет в Афганистане. И тогда Турция сможет проецировать свою региональную власть не только на Кавказе, как мы это видели вот в Нагорном Карабахе, да, но уже и в Центральной Азии напрямую и через Афганистан.
Это достаточно серьезный шаг со стороны Соединенных Штатов, потому что НАТО сейчас, по всей видимости, будет финансировать Турцию для того, чтобы она осталась в аэропорту в Кабульском, во-первых. А с другой стороны, мы видим, что Исламская Республика Афганистан обратилась к России за помощью. И получается, что сейчас Россия должна решить, либо она просит Турцию выйти вместе с НАТО из Афганистана, но тогда она должна ответить на призыв Афганистана о помощи и самой вмешаться уже в безопасность Афганистана и, возможно, обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта, либо же, если они отказывают по просьбе о помощи афганского правительства, тогда они, получается, должны согласиться на то, чтобы Турция осталась там и обеспечила безопасность. И так это достаточно невыгодно для России, потому что в первом случае роль Турции будет увеличиваться, во втором случае Россия должна будет напрямую вмешаться в проблемы Афганистана, что также невыгодно для России. Поэтому я думаю, что за этой игрой стоят Соединенные Штаты. И тот факт, что руководителями ЦРУ является эксперт по турецкому направлению, говорит как раз таки о том, что роль Турции во внешней политике Соединенных Штатов, в геополитике Соединенных Штатов возросла. И я думаю, что, возможно, на нас Соединенные Штаты также будут стараться повлиять как раз таки через Турцию. Спасибо. На этом программа «Саясат Хасаяхат» завершилась. Мы говорили о саммите между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным и то, как это повлияет на постсоветское пространство. До свидания.